одним из уникальных предложений Татарстана, которые туристы встречают здесь, да, это татарская национальная кухня. У нас на сегодняшний момент, к сожалению, пока не так много заведений, где можно татарскую национальную кухню попробовать. Да? Ну, кстати, последний проект, который ТБТ тоже был запущен, да, это еще один шаг к тому, чтобы у людей было больше возможностей попробовать ее. Но для того, чтобы она развивалась более активно, необходимо проводить некие конкурсы и соревнования среди предприятий, которые готовят именно блюда татарской кухни. Кроме этого, необходимо проводить гастрономические недели, когда они уже являются не просто соревнованием между предприятием общественного питания, то есть не просто внутренним каким-то событием, а тем событием, которое может привлечь уже потенциальных туристов. То есть задача вывести отрасль татарской национальной кухни на уровень, когда мы сможем проводить гастрономическая неделя, или там неделя татарской кухни в Республике Татарстан. И чтобы туристы приезжали осознанно на это мероприятие. То есть не просто параллельно куда-то зашли в кафе или в ресторан, а чтобы приезжали именно на такое мероприятие, когда в течение недели можно в разных местах попробовать разные виды блюд. Ну, естественно, должны развиваться и другие виды кухни, но я хочу сказать, что туриста татарской национальной является в данном случае, в момент пребывания в Татарстане, наиболее привлекательным. Вы вот уже изучали, в основном туристы, которые приезжают, они на каком языке хотят получить информацию? Та информация, которая у нас есть на сегодняшний момент, это в основном, естественно, русский язык и даже уже тут другие языки, такие как татарский, в том числе английский, немецкий и так далее. По всем информационным указателям и всем остальным вещам, да, вы правы. То есть два официальных языка плюс английский язык. То есть это везде учитывается. Владимир Путин одел татарских людей. Вот этот тренд вы дальше будете продвигать как-то вот, или использовать? Ну, конечно, я на самом деле в свое время, в 2009 году или 2010 году, одел тюбетейку на принца Майкла Кентского в Лондоне. Вот, и он тоже в ней, значит, там очень бодро фотографировался. Это символ, на самом деле, это символ Татарстана. Владимир Владимирович уже неоднократно высказывался в сторону Казани, да, что значит, Казань лучше, чем Париж. Это во время встречи его с оргкомитетом WorldSkills он это произнес. Казань лучше, чем Париж. И, наверное, в чем-то есть доля правды. Если будет такая идея, мы с удовольствием ее поддержим. То есть одеть тюбетейку в поддержку какого-то... Поддержку Татарстана? Поддержку Татарстана, да. Почему бы нет? А Иннополис вот для туристов будет доступен? Для туристов он уже открыт? Пока еще нет, поскольку там ведутся еще активные строительные работы. То есть просто пребывание туристов не везде безопасно на сегодняшний момент с точки зрения строительных работ на территории Иннополиса. Но это, безусловно, один из объектов посещения людей при приезде в Татарстан. Конечно, всем будет интересно посмотреть, что такое город будущего, что такое IT-центр, что такое город, где правят современные IT-технологии. Безусловно, это объект туризма.